Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лисо Хабалова, и коротко о главном к этому часу. Ужин Адамы пайдаен, республика и пайдаен. Нахик бафанда, вот даттар, фидар, амарашухта, канзани, едштон, маневжак. Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Миняйло принял участие в праздновании Дня остинского языка. Традиционно праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Костахи Тагурова в Пантеоне. Вот так ярко сегодня встретили патриотичный поезд «Мы – армия страны, мы – армия народа». Он приехал в Владикавказ из Севастополя. Какие города уже успел объездить, расскажем в выпуске. Сезон просмотра фильмов под открытым небом стартовал в Унале. Первый фильм уже посмотрели. В этнографическом музее Цаглаговых. Остались ли зрители довольны, узнаете в выпуске. В Рио глава республики Сергей Миняйло принял участие в праздновании Дня остинского языка. Традиционно праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Костахи Тагурова в Пантеоне Остинской церкви. После стихотворения на родном языке прочитали юные победители и призеры ежегодного республиканского конкурса «Мастер остинского художественного слова». Сергей Миняйло обратился с приветственным словом к участникам мероприятия. Арханам иронах даун, ирон культурой. Арханам невжак, арханам невдау на культура. Сарам халарай, кушам Адамы пайдаен, республика и пайдаен. Нахик бафанда, вот даттар, фидар, амарашухта, канзани, едштон, маневжак. Автомай, абон баракбону хважахтавант, на сарамбон пироводом обужник. Также глава республики побывал в Аланской гимназии. Там школьную программу изучают на остинском языке. Учебное заведение открылось более 3 лет назад на базе городской школы номер 1. Сергею Миняйло рассказали об учебном процессе. Руководитель региона посетил хореографическую студию, пищеблок и столовую, осмотрел общежитие интерната. Сергей Миняйло поздравил педагогов и учащихся с праздником. В Рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло принял участие в совещании с министром обороны России Сергеем Шойгу. На повестке дня создание в субъектах Российской Федерации круглогодичных центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». На базе учреждения будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в военно-патриотической сфере. По поручению президента России Владимира Путина такие центры должны появиться во всех городах России с численностью населения более 100 тысяч человек. Стоит отметить, что в Северной Осетии уделяют пристальное внимание развитию молодежной политики и патриотическому воспитанию. В каждом районе республики созданы зональные центры и штабы юнармии. В школах функционируют отряды юнармейцев. Кроме того, ежегодно проводится военно-спортивный лагерь «Балт» и патриотическо-правоохранительная смена «Патриот». Сергей Миняйло провел рабочую встречу с исполняющим обязанности генерального директора Россети «Северный Кавказ» Романом Левченко. Стороны обсудили ряд наболевших вопросов. Среди них миллиардные долги республиканских жилищно-коммунальных предприятий перед группой Россети. Организация обратилась в арбитражный суд о признании должника банкротом с последующим конкурсным производством и реализацией имущества в счет погашения образовавшейся задолженности. Глава региона дал поручение профильным ведомствам в ближайшее время разработать совместный механизм по консолидации имущества АО «Алания Электросеть» с Россети «Северный Кавказ». В особом порядке стороны обсудили платежную дисциплину проблемных категорий потребителей электроэнергии, тарифную политику в республике, а также реализацию программы «Умные сети». Стороны договорились о проработке региональными властями и Россети «Северный Кавказ» совместных эффективных действий по разрешению данных вопросов. Выставка скульптур народного художника Северной Осетии Владимира Соскиева открылась в музее-заповеднике Царицына в Москве.
Скульптуры, установленные в нескольких странах, в том числе Швейцарии и Франции, сделали его узнаваемым по всему миру. Сегодня выставку посетил в Рио заместителя председателя правительства Северной Осетии и полномочный представитель Шсоалания при президенте России Борис Джанаев. Подробнее обо всем Батрас Загуров. Скульптуры народного художника Северной Осетии, академика Российской академии художеств Владимира Соскиева показали в Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике Царицына. Выставка приурочена к юбилею мастера. В этом году ему исполнилось 80 лет. От имени руководства Северной Осетии и от себя лично с важным культурным событием скульптора поздравил полномочный представитель республики при президенте России Борис Джанаев. Он посвятил практически свою жизнь этому делу. И сегодня здесь представлены множество его работ. И на самом деле жители Москвы, гости Москвы могут очень много времени проводить здесь и ознакомиться с его работами. Владимир Соцкиев достойно всегда представлял нашу республику, где бы он ни был, на различных площадках. Имя его известно не только у нас в республике, не только на территории России, но и за пределами нашей Родины. Работы Владимира Соцкиева, обладателя многочисленных профессиональных премий, выставлены в 6 залах музея. Это большое признание. Скульптуры на площадке музея-заповедника показывают нечасто. Экспозиция представлена работами и последних лет, и наиболее известными ранними. Выставлены композиции «Родители», «Пушкин на Кавказе», «Дегорское ущелье». Также посетители увидят скульптуры Иосифа Бродского и Булата Акуджавы. В мастерской, когда стоят, это совсем другое. А здесь я хоть могу разглядеть, какие-то увидеть рядом друг с другом, подумать, надо ли так продолжать или поменять свое направление. Ну, пока вроде, пока я спокоен. Жалко, что не удалось из музея взять более значительные для меня вещи, которые... Ну, сейчас новые правила, они дают очень строго, практически не выдают работы. После торжественной части для гостей была устроена концертная программа с танцевальными и вокальными номерами. Выставка Владимира Соскиева будет доступна для жителей и гостей Москвы до 15 июня. Батрас Загуров, Казбек Хубаев. Новости Осетии. Во Владикавказе трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел сегодня примерно в 15:00. Водитель трамвая, двигаясь без пассажиров по улице Ливаневского по привычному маршруту в сторону улицы Гукаева, сошел с рельсов и повредил автомобили, припаркованные на обочине дороги. Причина – неисправность между соединениями рельсов. В результате ДТП никто не пострадал. Патриотический поезд «Мы – армия страны, мы – армия народа» прибыл во Владикавказ. Каждый вагон железнодорожного состава тематический. Рассказывает о прошлом и настоящем вооруженных сил России. Подробнее обо всем Марина Караева. Вместо привычного голоса диспетчера, который объявляет о прибытии поезда, звуки осетинской гармошки и доулем. Вот так торжественно и ярко, как и положено на Кавказе, жители Северной Осетии встречают необычных гостей. На вокзал Владикавказа прибыл патриотический поезд «Мы – армия страны, мы – армия народа». Железнодорожный состав прибыл в столицу республики из Севастополя. Его встретили сотни гостей и жителей города воинской славы. Вместе с собой поезд привез историю и современность вооруженных сил России. 17 вагонов, 6 из них тематические, и в каждом своя атмосфера. Сейчас нам что-то расскажет. Вагон «Современная армия». Здесь можно увидеть интерактивные экспозиции, военные фотографии из горячих точек, а также оружие, обмундирование солдат и даже образцы мин-ловушек. Здорово, что такое сделали для всех людей, особенно для молодых, для подрастающего поколения, чтобы они видели, знали и, конечно же, проникались этой благодарностью тем, кто когда-то отстоял нашу Родину. И сегодня тоже люди, которые защищают нас, наша армия,
Вот. И мы все это можем увидеть своими глазами, посмотреть. Следующий вагон – победа над невидимым врагом. Он посвящен борьбе военных медиков с коронавирусом. Тут несколько зон, кабинет, в котором любой желающий может сделать экспресс-тест на COVID-19. Дальше палата для ковидного пациента, где все как по-настоящему. Прозрачная перегородка, которая делит зону на красную и чистую. И даже врачи в средствах индивидуальной защиты не отходят от больного ни на шаг. Эта одежда позволяет им защититься от заражения в течение 6 часов. Именно столько длится дежурство. В середине вагона ребятам показали полевые сумки, которыми пользуется медицинская служба. Каждая может весить до 11 килограммов. Содержимое позволяет оказать первую медицинскую помощь больному или раненому. Переноску облегчает то, что сумка выполнена в форме рюкзака. Сумка первой помощи, которая находится на оснащении санитара и санитарного инструктора. Сумка фельдшера войсковая, которая оснащается фельдшер роты, фельдшер батальоны. И сумка врача войсковая, с которой на поле боя возле фронтовой линии находится врач батальона, врач части. Не обходят стороной люди и вагон, посвященный главному храму вооруженных сил России. Школьников особенно порадовало, что при осмотре выставки им пригодился и смартфон. Мне понравился интерактивный вагон-музей, потому что там можно было скачать приложение, включить камеру, навести камеру на QR-код, и можно было погрузиться в мир войны. А вот глаз мальчишек больше цепляет боевые экспонаты. Особое внимание образцам военной техники, которая представлена на платформах. К примеру, «Тайфун К». Машина может безопасно перевести 14 человек. Она может выдержать взрыв до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Акцию проводит Минобороны страны. За 64 дня поезд пройдет более 33,5 тысячи километров. Он призван укрепить, сплотить народ и армию. Этот поезд – символ нашей великой истории, нашего единения. Мы должны передавать наш бесценный исторический опыт подрастающему поколению. Мы должны понимать, что это величайшая честь – охранять свою родину и служить своей стране. Наша цель – сплочение общества через историю и современность, успехи и достижения, противостояние историческим фальсификациям. Мы хотим напомнить всем героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения вооруженных сил, развитие армейского движения и работу военных медиков в период пандемии. Поезд стартовал с Киевского вокзала Москвы 25 апреля. Позади остался Севастополь, Мурманск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Владикавказ стал 15-м в маршруте поезда. Дальше его путь лежит через Назрань, Волгоград, Саратов. Всего состав должен посетить 51 город. Марина Караева, Хетак Гапоев. Новости Осетии. Полному кавалеру ордена славы Тазарету Бозрову открыли бюст в Дикаре. Уроженца Синдикау призвали в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Воевал Тазарет Бозров на нескольких фронтах, а также участвовал в Сталинградской битве. Затем освобождал Украину, проявлял мужество и отвагу на территории Германии. За время войны был трижды ранен. Открыли архивы Министерства обороны, выяснилось, что уроженец Егорского района Тазарет Бозров был представлен к званию, к награждению орденом славы первой степени. То есть это звание полный кавалер ордена славы, что приравнивается с 1965 года к званию Героя Советского Союза. Более 70 лет не было известно о награде Тазарета Бозрова, но в 2015 году, благодаря работе патриотического клуба «Родина», выяснилось, что выходец Дегорского ущелья был представлен к высокой награде. Близкие и родственники Тазарета Бозрова испытывают гордость за своего героя. Для нас это большая честь, конечно. Во-первых, им большое спасибо, то, что они нам создали вот эту жизнь. Павшим, погибшим Царство Небесное. Чтобы такое время больше никогда не было, то, что видели наши отцы, и чтобы наши дети росли, чтобы над ними было всегда мирное небо. В Унале стартовал сезон кинопоказов под открытым небом. Уличный кинотеатр открылся в Северной Осетии в прошлом году. Автором проекта стал Заурт Салагов. 4 года назад молодой человек выиграл грант на создание интерактивного музея в Унале. Подробнее обо всем Галина Григорян.
Не просто экскурсия. Студентов филиала Всероссийского института кинематографии в Ростове-на-Дону познакомили с жизненным укладом предков осетин. Рассказали о традициях и важных исторических событиях. Студенты приехали не просто отдохнуть. Здесь они проходят практику, признаются, горы Осетии вдохновляют на шедевры. Очень много всего сняли, работы в основном направлены природы. Вот, природа, что еще мы снимаем? Портрет. Портрет, да. Вот, например, я снимаю фильм «Портрет» о женщине, которая печет пироги осетинские. Марина снимает мистику. Да, я хочу сделать немножечко упор на этнос, вот, на фольклор, на культуру. Вот, а у кого-то больше видовые, у кого-то больше о самой поездке, о впечатлениях. То есть, несмотря на то, что у нас такая общая тема, направления у каждого из нас свои, индивидуальные. То есть у нас есть возможность проявить себя и свою художественную натуру. Приезд студентов ГИКа совпал с открытием сезона в этнографическом музее Цалаговых в селе Неунал. Здесь есть возможность посмотреть исторические и художественные фильмы о Северной Осетии. Открыть сезон организаторы решили кинолентой «Сюрприз» известного режиссера Измаила Бурнацева. Он идею оценил. Конечно, мне приятно, что я здесь и в очередной раз сам посмотрю свои фильмы, которые я давно, кстати, не видел. Так что это хорошее событие. Я считаю, что это очень хорошее начинание, вот, и оно должно развиваться. И чем скорее, чем быстрее, тем больше потоков туристических будет в Осетии. Для гостей этномузея представляет собой интерактивную площадку для мастер-классов, лекций, семинаров. После того, как ребята узнали чуть больше об истории и культуре Осетии, их ждет защита практики. Сейчас я решил, пользуясь случаем, познакомить их с Осетией. Потому что я думаю, что это очень полезный, очень нужный опыт. Многие из них вообще впервые здесь. И, конечно, очень много впечатлений. Особенно сильное впечатление было позавчера, когда они оказались в Беслане. Вот. Поэтому я думаю, что это полезно для них, как для будущих режиссеров. Это полезно для них, как для будущих людей, у которых должны сформироваться определенные человеческие качества. Этнолекторий под звездным небом открыли в 2020 году. Организаторы проводят показ фильмов каждую неделю. Подробнее о расписании можно узнать в социальных сетях этномузея Цалаговых. Галина Григорян, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии. В Осетию с балетом. В рамках программы «Большие гастроли» в республике побывал Санкт-Петербургский госакадемический театр балета имени Якобсона. Артисты представили публике балет «Жизель». Остался ли доволен спектаклем осетинский зритель, расскажет Алана Тумаева. На сцене театра оперы и балета юные Жизель и Альберт. История их любви сейчас только начинается, но сохранить свои чувства молодым людям не удастся. За романтической и трагической историей о любви и смерти наблюдают увлеченные зрители. Сыграть юную Жизель, которой из-за разбитого сердца предстоит потерять все, задача сложная и ответственная. Роль требует полного погружения. Исполнительница партии Алла Бочарова поделилась. С каждым спектаклем это произведение для нее открывается по-новому. Это балет с каждым разом открывает какие-то новые грани, и каждый раз ты его готовишь по-новому. И сейчас вот я чувствую, что для меня более понятен он стал, и более легче вжиться в роль, наверное, из-за того, что у меня больший опыт, чем раньше. И в чувствах, и в переживаниях, потому что, конечно, мы все партии свои строим в какой-то степени из опыта жизненного. Балет «Жизель» в постановке Жана Кораля и Жюля Перро – это классический спектакль, признанный театралами во всем мире. Познакомить осетинского зрителя с историей юной Жизель приехали артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. В 1880-е балет отредактировал на петербургской сцене Мариус Петипа. Именно в этой редакции спектакль увидел осетинский зритель. Постановку приводят в республику во второй раз. В прошлом году спектакль не состоялся из-за возгорания в здании театра. И вот сегодня в обновленном после ремонта театре оперы и балета первая постановка. Символично именно балет «Жизель». Мы приехали по приглашению Валерия Павловича Гергиева сюда. И для нас огромная радость, честь быть одним из первых, кто выступает на этой замечательной сцене после открытия театра. Уникальная машинерия на сцене, естественно, техническое оборудование, которое появилось, которое помогает при монтаже, при демонтаже, естественно, при организации спектакля. Вот, конечно, и грим-уборная, и все. И, конечно, в таком вообще шикарном состоянии сегодня театр. И для нас большая радость, действительно.
Осетинский зритель принял Санкт-Петербургский театр с теплотой и признательностью. Не менее рады вернуться в республику и сами артисты. Говорят, выступать на сцене театра оперы и балета – большое удовольствие. Я обожаю Владикавказ. Мне здесь нравятся все люди, еда, то есть погода. Очень приятно танцевать, когда светит солнце целый день. Приятно танцевать, поэтому жду сегодня хорошего выступления. Надеюсь, зрителям понравится. Санкт-Петербургский госакадемический театр балета имени Якобсона побывал в республике в рамках программы «Большие гастроли». Она организована Росконцертом согласно всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкульта страны. Артисты уверяют, вернутся в республику еще и не один раз. Алана Томаева, Владимир Кокоев. Новости Осетии. Во Владикавказе проходит всероссийская акция «Ночь музеев». В прошлом году из-за пандемии отметить масштабное мероприятие не удалось. Какие программы подготовили для своих гостей республиканские музеи в этом году, расскажет Сабина Гатагова. Что касается инструментов, которые демонстрируются на данном стенде, часть из них имеет сельскохозяйственное назначение, то есть их использовали для сельхозработ. Для посетителей Национального музея сегодняшний день стал очень насыщенным. Здесь открыли сразу несколько экспозиций. Презентация выставки детского рисунка «Природа и мы», мастер-класс по робототехнике, мобильный планетарий, космос рядом и показ художественных фильмов. Такой программе гости музея очень рады. С самого утра здесь проходят экскурсии. Знать, что сегодня день музея и можно ходить. График посмотрели, и уже это третий музей, который мы прошли. Нравится то, что тематика нам близка, мы любим рисовать. Наша девочка рисует. Мне здесь очень красиво и классно. В прошлом году пандемия не позволила сделать праздник масштабным. В этом сотрудники музея постарались удивить всех гостей. Особый акцент сделали на подрастающее поколение. Руководство музея отмечает, хочется, чтобы национальный колорит, элементы и украшения демонстрировались не только в музеях. Человек, который не знает прошлого, у него не будет будущего. История преподносит нам такие сюрпризы жесткие только потому, что мы сами игнорируем все, что было до нас. И человек, не знающий о своих корнях, человек, не понимающий всего, что происходило до нас с нашими предками, никогда не сможет выстроить свою жизнь правильно. И я думаю, дети должны видеть с раннего возраста и понимать многие вещи. В мемориальном доме музея Сыплива акция также проходит ежегодно. К ней подготовились основательно. Из фондов Национального музея республики достали уникальные экспонаты. Это агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны. Рисунки были сделаны в 1942 году и несут в себе глубокий смысл. Агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны делятся на героический плакат и плакат, так сказать, сатиры, плакат сатиры. Вот перед вами плакаты сатиры, где высмеивают врага. Это очень было важно для, так сказать, идеологической работы с населением, то есть в население внушали ненависть к врагу благодаря данным плакатам и, естественно, гордость за страну, гордость за бойцов Красной Армии. А вот в музее Коста Хитагурова самый настоящий праздник. Перед гостями выступили творческие коллективы республики. Они читали стихи, подготовили литературно-музыкальную композицию. Презентовали и выставку детского рисунка воспитанников школы детского творчества. Ее создали специально для Ночи музеев. Детские рисунки именно посвящены Коста и творчеству Коста. Это наш родной горный пейзаж и, естественно, и некоторые его произведения взятые. В этом году акции «Ночь музея» в нашей республике 12 лет. Из года в год все сотрудники и руководство стараются внести что-то новое, интересное в это мероприятие. В планах также расширять географию музеев, количество экспозиций. И, конечно же, число посетителей, чтобы каждый знал и помнил историю Осетии и всей страны. Сабина Гатагова, Майрбек Дидикаев. Новости Осетии. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.